друзья, Ирзик Хелшин, с вами снова Лейла, и вы на канале Как-то так у Лейлы. Немножко вышла утром до того, как я что-то начну делать. Управилась по хозяйству, и мне надо солить огурцы. Завтра уже начинается сентябрь, осень, уже по утрам и вечерам прохладно. Сразу видно, что близится осень. Так, не знаю, сегодня душно, хоть еще нет солнышка, душно, но, наверное, будет все-таки солнце. Мне так кажется, потому что с утра идет духота. Друзья, как у вас дела? Я всем благодарна вам. Хочу немножечко просто сказать перед тем, как я что-то начну делать. Большое вам спасибо еще раз за ваши подписки, за лайки, за комментарии. И, друзья, простите меня, я не успеваю пока отвечать на какие-то комментарии, но я обязательно отвечу. Бывает, и хочу извиниться, потому что я недавно только посмотрела некоторые свои ролики давние, много неотвеченных комментариев. Я не знаю, я их каким-то образом упустила. Просто обычно я смотрю в творческой студии, отвечаю, а не под каналом, не под роликом. Поэтому перепроверю все мои ролики потихонечку. Не могу сказать, что, конечно, сразу, потому что, сами знаете вы, у меня много работы, но и все это я сделаю как бы. Поэтому хочу извиниться за то, что, ну вот я смотрю, даже 3 недели тому назад, месяц тому назад много неотвеченных комментариев как бы. Простите меня за это, я просто каким-то образом это упустила. Это все я прочитаю, обязательно вам отвечу. И надеюсь, вы меня извините. Так, у меня сосед сегодня приезжал, забор себе собирается тут делать. Ну, уже, видите, будет со мной рядом хоть кто-то, а то у меня совсем рядом практически нет никого, чтобы прям и Садаку отдать быстро, и поговорить, если... Ну, хотя это молодая пара, им, может быть, не очень-то будет с нами идти. Ну, хотя у меня парней же тоже, если даже не со мной, то с моими ребятами им будет интересно, со старшим сыном. Они вообще хорошо общаются. Так что соседи — это хорошо. Я вообще-то по идее много мест меняла раньше. У меня всегда бывали хорошие соседи, всегда. Вот как будто бы мы жили одной семьей. Ну все, друзья, пойду я дальше. Это небольшое такое лирическое отступление. Немножечко показала вам как бы вот нашу улицу. Ну, что у меня тут передо мной. Видите, передо мной нет ни одного дома. Ну и рядом почти нет. Вот так вот. Ну все, пошла я дальше. Всех благ вам, друзья. Но ролик продолжается, вы не выключайтесь. Пойдемте со мной работать. Так, и, друзья, у меня эти огурцы получаются какие-то заговоренные. Я их не могу второй день посолить. Вчера вечером опять их не посолила. А теперь уже с утра решила все-таки их посолить. Снова у меня в гостях мои Мадина, Аишка и внучок. И Мухаммед, вернее, внучок. Ну, начнем, короче говоря, не буду говорить на данный момент лишнее. У меня, друзья, заказ, как я вчера уже говорила, но кто не смотрел ролик, на 20 банок огурцов. И начнем потихонечку. Я просто скажу, что сначала что и как, хотя у меня есть на канале, но я все-таки хочу еще раз с вами поделиться. Значит, лавровый листик, я его промыла. Буду закидывать в лавровый листик. По 2-3 листика. Ну, некоторые не любят, но я все-таки добавляю всегда. Так, теперь чесночок.
по 4, по 5 зубчиков. Маленькие зубчики по 5, побольше по 4. И действительно, друзья, когда горячей водой замачивается чесночок, очень быстро он чистится. Буквально за минутку я вычистила весь чесночок. Так что, если кто не знал, возьмите себе на заметку. Это очень удобно. Так, острый перец. Смотрите, какой у меня огромный острый перец. Это испорченный, надо убрать. Это из моего огорода. Вот такой вот бараний рог. Вот. И обычно я добавляю 2, даже 3 острого перца, но этот перец очень острый, я его добавлю только 1. И вы знаете, обычно я кладу вниз, один вот по банке. Вниз, потому что я не буду ложить, я его буду вот так вот по банке укладывать в таком вертикальном как бы положении, чтобы для красоты, как бы зеленое с красным очень сочетается. Поэтому сейчас я добавлю зеленый хотела сказать, перец черный горошком. Душистый я не люблю сюда добавлять. Ну, по 5, по 7, по 8 горошинок. Я не считаю, так на глаз обычно делаю. Вот так вот примерно. Так, теперь листья хрена. Ну, вот так вот на баночку. Видно вроде бы, вот. Эти два. Уже и мне для себя все надо закатывать. Забыла одеть микрофон, сейчас одела. Просто ждала, потому что пенсия моя приходит только в начале месяца. А как-то денег пока не было, чтобы покупать. В этом году, как назло, видите, у меня нет в огороде помидор. Обычно все, что нужно сделать с томатным соком, я делала из своего огорода. Никогда эти помидоры не покупала. Но в этом году не так. Так, не хватило мне листочков. Ну, не буду расстреливать. Так. Хоть у меня есть на канале, не знаю. Сегодня вот занимаюсь огурцами. Мне хочется с вами заниматься, засол показать вам. Иногда и поговорить с вами хочется. Хотя, друзья, многие пишут, что долго, затяжно, что вам хотелось бы, чтобы было побыстрее. Я стараюсь, но мне интересно делать, что я делаю, и общаться с вами. Если что, вы меня, конечно, извините. Но на крайний случай, но опять-таки перемотать тоже нельзя бывает, когда я разговариваю, а что-то нужно из готовки. Я буду учиться, стараться как-то делать какие-то ролики, наверное, разговорные, какие-то ролики именно четко по еде. Все это у нас, надеюсь, с вашими усилиями у меня будет. Все потихонечку. Вот только вот некоторые вот нюансы мои я закрою, как бы, что могу заниматься только чисто, ну, не только чисто съемкой пока, конечно, у меня не получится, но тем не менее у меня будет больше времени. Ближе к осени, как вот именно заготовки еще закончу, уже тогда будет меньше, у меня по дому меньше будет забот, мне кажется. И корова будет уже меньше молока давать, перерабатывать будет меньше. Потихонечку будем развивать наш канал с вами, чтобы какой-то ролик был коротенький, чтобы было раз и четко. Ой, ладно, одну банку 2 раза закинула. Так, теперь петрушечку, друзья, тоже. Некоторые нарезают, я не нарезаю ее. Как-то вот беру пучочек, ну, любой зелени. Обычно раньше моя мама вот нарезала все, в большом тазике все перемешивала и кидала. Я как-то вот привыкла так, не знаю. И так, по большому счету, просто в этом году опять у меня
И укроп меня подвел, и петрушка меня подвела. Но петрушки пока хватает мне, а вот укроп, даже помните, я, кто со мной давно, недавно сажала, не взошел, хотя поливалась каждый вечер, капельный полив там шел, но не взошел укроп. Вот не повезло мне с укропом. Обычно у меня укроп всегда бывал в огороде, я через каждые 2 недели подсаживала, у меня всегда был молодой укропчик. Но вот в этом году вот такая оказия получилась. Так, друзья, и я решила по половинке перца вниз положить, потому что перец очень длинный, а по половинке буду ставить вместе с огурчиками, просто для красоты как бы. Мухаммед водичку пьет. Водичку, и что вы там пьете? Кашечку. Хорошо. Вроде бы совсем недавно в видео говорили, что Мухаммед родился. Да, Мухаммед уже кашу есть. С ложкой кофе есть. Мухаммед скоро бегать будет, да? Так, думала, буду вчера вечером солить огурцы. Поставила кастрюлю и все здесь приготовила. Но так получилось, что все-таки буду в комнате. И не хочется обратно уносить, потому что снимать у меня там не получится. У меня там песок, все насыпано. Съемка будет некрасивая. Так, что этим утятам нужно? Пищат они. Вот так вот. Я как-то их не выравниваю, а просто так кидаю и банку вот так вот бью. Не знаю, наверное, будет шумно. Вот так вот. Сильнее бить боюсь с микрофоном. Сейчас примерно просто вам скажу, как. Вернее, я звук удалю, наверное, и вам будет видно. Так, друзья, вода у меня закипела, так что пока другие банки я еще не наполнила, но потихонечку, пока они стерилизуются, я закончу их наполнять, поэтому вот хочу вам показать, что я делаю. На примере трех банок, а потом, если честно, я вынесу это все на улицу, потому что в кухне жарко. Даже, по-моему, 3, не знаю, посмотрим, сколько поместится. Так, значит, я добавляю по 3 таблетки аспирина. Не знаю, вредно, не вредно, много чего писали. Всю жизнь делаю так. С уксусом я их не делаю. И такие вот, как бы соленые тоже не делаю, которые вот 2-3 дня стоят, что-то такое. Ну, типа бочковых. Мне их не любят. Делаю вот так всегда. Так, ну пока ставлю, чтобы я знала. Вот. Теперь я добавляю по столовой ложке сахара. Некоторые писали, зачем добавлять сахар. Сахар балансирует вкус, делает хрустящими огурцы. Где соль, в принципе, всегда нужен сахар. И по 2 столовые ложки соли. Что? Значит, вода закипела, но у меня стоит в 2 кастрюлях вода. В эту я просто поставила побольше. А стерилизовать буду в этой. Так, ну вряд ли у меня сегодня будет 20 банок огурцов. Не выходит. Ну ничего, сколько будет сегодня. Закатаю, а потом соберу еще раз. Им не к спеху, все равно к зиме только. Вот, надеюсь. Скорее всего, салатные большие. Все равно банки подготовила. Салатные большие танзили. Закатаю для салатов. Так, и вот теперь ставим сразу же стерилизовать. Ну, сюда поместится только 2 баночки. А на улице у меня сразу по 5, по 6 банок в кастрюлю. И я быстро заканчиваю.
Вот так вот. И вот 5 минут они у меня будут кипеть. Все. Не после закипания, не просто. Вот они уже кипят, видите, они бурлят. Уже кипит вода, все. Вот засекаю 5 минут, и они кипят. Ну и вот, друзья, 5 минут прошло. Мы вынимаем наши банки и закатываем. Остальное я уже вынесу и буду закатывать на улице под навесом. Так. Ну и вот такая у меня закрутка. Закатаем такой закруточкой. И под теплое одеяло до завтрашнего утра как бы. Придется мне, наверное, нарезать. Я никогда не нарезала огурцы салатные, большие не солила. Но Мадина говорит, да нарежь, какая разница для салатов на зиму, для зимних салатов вот этих вот овощного тортика, куда вот нужно добавлять оливье. Она говорит, нормально, ничего не будет. Вот такие вот огурчики, друзья. Почему-то вот на съемках они прям огромные, мне кажется. Так, пришли Аишки покупать цветочки. Цветочный магазин. Ну, Скажи мне, вот эта веточка, она сколько стоит? Добавим туда. А вот если Очень красивый магазин цветов. Тут у меня моя подруга, ее дочка работает, поэтому мы приехали именно у нее покупать. Цветы очень красивые, букетики. Есть такие голландские розы. Ну, мы потихонечку сейчас поснимаем и покажу вам. мне кажется, вот белые, вот это и белые. Собираем, покажу. Такие цветы очень свежие. Голландские розы, букеты вот создают красивые. Я Лиле скажу, я вот может не надо, еще надо. У вас же и на заказ? В любую точку Ингушетии, друзья, вам доставят и цветы. И что у вас еще есть? Может, ты сама скажешь, что у тебя есть в ассортименте? Сладости есть, шокобоксы. Так, ну давай говори, что у тебя в ассортименте есть, чтобы покупатели могли у тебя заказывать. Сама озвучь, чтобы, а то я же не знаю, что у тебя. У нас есть цветы розы, эквадорская роза, местная роза. Местная роза от 80 рублей, эквадорская роза от 100 рублей. Также мы собираем шоколадные боксы, то есть сладости наполнены в коробках, корзины со сладостями, фруктовые корзины собираем, ягодные букеты делаем, то есть из клубники, из голубики. В общем, любую задумку можем реализовать. У тебя есть страничка в Инстаграме, да, чтобы Да, заказать? есть страница в Инстаграме. Бутик цветов креатив называется.
да? Ну вот, друзья, закончила я солить свои огурчики. Видите, половинки для тонзилы вот так вот сделала. Это я вон те 8 банок закатала и поехала за цветами для Аишки. Поэтому они разных цветов. Те уже давно стоят, а эти нет. Пока там посидела с подругой, поговорила в магазине. Тоже мы познакомились как бы в этом котле, где мы посуду покупаем. С этой женщиной переговорились. Она сказала, что у ее дочки есть такой цветочный магазинчик. И поехала туда специально, чтобы немножко поснимать у нее и вам показать, что у нас вот в Ингушетии, ну, нашим девочкам, чтобы заказывали у них цветы, подарки, действительно, и чтобы познакомиться воочию со своей как бы онлайн-подругой. Очень хорошая женщина, к сожалению, не захотела сниматься. Но там немножко посидели, поговорили, и с цветочками я приехала. Вот, не знаю, завтра очень хочу с Аишкой пойти, хотя они с меня смеются, что мам, что и в садик с внучкой надо обязательно бабушке идти. Я говорю, ну мне интересно, у Аишки же новая жизнь как-то начинается, какой-то новый момент ее в жизни, новая страничка, может быть, ее жизни, посмотреть что да как. Ну вот так вот, друзья, ну все, пока. Может быть, еще что-то для вас поснимаю сегодня, может, нет, не знаю, посмотрим как бы. Вот приехали мы с Ибрагимом с цветочного магазина. И вот такую красоту купили для нянечек Аишки. Ну, не нянечек, а воспитательницы и няни. Да, Аиша? Вот я, Ханилу дашь. Воспитательница Алдия, что за красота какая. Такая композиция стоила 900 рублей у них. Там такой какой-то типа губки что-то специальное, наливается водичка, и они говорят, даже недельки 2 стоят, если не очень жарко в комнате. Вот. Аишка уже собирается домой ехать со своими цветочками. Спать хочет, да, Аиша? Да. А привет, Оля? Да, да. Привет, да. Привет. Вот. Аишка завтра в садик пойдет. Мама Юаги в садике? Юаги? Сояизи? Да? И мне надо с ней в садик завтра. Вот, будем дарить цветочки нашим воспитателям да няням. Да? Не знаю, Аишка туда как на праздник собирается, что будет, когда начнет ходить. Ну вот, друзья. И скажу так, ну, эти кого-то композиции, эти цветочки стоили по 900 рублей. Конечно, если просто так букет, даже дешевле обходится, потому что одна роза, по-моему, от 80 до 150, она сказала точно, я не помню. Ну вот за счет того, что такая вот собрана в такую вот сумочку, как бы, корзиночку. Очень красиво. Вот. Садик с цветами. Да. В наше время такого не было. Сегодня Джабраил мне говорит, ничего себе, такого раньше не было. Еще в садик идет, говорит, с цветами, с подарками. Ну все. Пока. Пока. Пока.
Все, Аишка и поцелуйчик вам воздушный послала. Ну все, Аишка с Мухаммедом и с Мадиной едут домой. Пойдем.